Ten komentář po meču bude очень простý. Zenit сегодня byl ve všech elementech игры лучший. Мы как бы первый тайм проспали, да? Как бы потеряли первый тайм, у нас не получилось ani прессинг на соперника. Очень просто выходили через этот прессинг. И когда у нас уже был шанс с быстрым переходом вперед, так у нас было много таких легких ошибок. И иногда, когда мы доходили до удару, так ten удар не был какой опасный. У нас не были остроты. К сожалению, сегодня vlastně Zenit победил спокойно, можно сказать, потому что был лучший во всех элементах игры, как я уже сказал. Коллеги, есть ли вопросы? Пожалуйста. Марцел, добрый вечер. Антон Буялов, Мир спорта. В принципе, вы все правильно сказали по игре. Ну, все-таки главный вопрос — это недонастрой или, наоборот, перенастрой был? Или, может быть, ребята возле трибун первый тайм, да, возле виража играли, может быть, это сказалось? Вот что случилось-то все-таки? Так я уверен, že naodrod не. Когда ты можешь сыграть на таким стадиону 45 тысяч болельщиков, я думаю, že ty должен быть больше мотивирован. И выходить с желанием играть вообще на таким стадиону плюс перед болельщиками, там 45 тысяч. Так тяжело мне так разговаривать, потому что я, честно скажу, расстроен по сегодняшней игре, расстроен по первым тайму вообще, потому что aby мы как бы тоже были опасны, активны вперед, и соперник aby должен быть бегать назад и тоже как бы страховаться в дефензиве, так он сыграл спокойный первый тайм, забил свои 2 гола и еще контролировал игру, поэтому у него не было вообще никаких сомнений, že by сегодня не победил. Как бы в том второй тайме мы улучшили ten náš pressing, думаю, že tam to už bylo получше. К сожалению, ta naše igra na posledních 25-30 metrů od ворот плохая. Nebylo ideí, nebylo mysli, да, nebylo какие мысли в один заходить, провоцировать его защитника на скорости. Сегодня, я говорил, ve всех элементах Zenit был лучший и справедливо победил. Еще вопрос, коллеги, пожалуйста. Добрый вечер, Александр Колокин, «Спорт день за днем». А вам не показалось, что сегодня «Динамо» не хватило лидеров на поле? Потому что, да, есть Тюкавин, который бегает, старается, но он слишком молод еще. А вот помощников ему как бы не хватило. Так то, что сегодня нам тоже не хватило, это был такая-то, ну, Караскал, да, его футбол, да. Его футбол, то нам не хватало сегодня, честно скажу, в середине поля. Я видел игроки, которые тоже старались, но, к сожалению, сегодня не успевали. Да? Я не буду говорить, ale например, Diego Laxalt, который 90 минут идет, старается прессинговать, да, ze своей позиции бегает, прессингует. Еще старается там играть перед штрафным. Takže to je пример футболисты, который надо рассматривать и так, aby работали не только 1, 2 nebo 3, ale всех 9-10 человек на поле. Да. Окей, že Ťuka бегает, старается, хорошо, no ale мне он нужен в штрафное, и когда уж там есть какой мяч в штрафное, он должен быть близко к какой опасному моменту. Да. Ale je to, že nemohu сказать, že by, например, Ťukavin сегодня tam nebiegal nebo nechtěl být sa. No. Ale ty míči, aby on do něho, aby dochodili, bylo очень рядко. И ty, которые už došli, tak он и потерял потом. To тоже как бы очень важно. Не потерять мяч, когда ты спиной до ворот и уметь ten мяч подержать, отдать и сразу следить в штрафной
za sledujícím míčem, za krosem nebo za передачей между linie. Da. Pass and go, tak pass i jdu, da. Pass and go, pass and go. Takže tak. Марсел, здравствуйте. Но все-таки то, что произошло сегодня, на ваш взгляд, это такая разовая история для «Динамо» или это может превратиться в какую-то тенденцию, ну, с точки зрения игры в атаке и всего остального? Я вам скажу сразу, не хочу, aby to byla rozvrátilo se какую tendenci, да. To dostatečně žестко и достаточně на тренировке скажу, что хочу и как будем работать nebo бегать. To, že můžeš si играть слабší игру, это футбол, это как бы получается. Никаких нет команды, которая сыграет в сезоне как бы все на очень хорошем уровне. У нас есть один плюс маленький такой, что это был кубок, и мы еще у нас есть один шанс, да. В čempionáte, например, и с Ахматом выиграли 2-0, не играли хорошо, но ten командный дух и дисциплина и желание, отношение к игре не было плохие, и можно и ten футбольный бог нам оставил ту победу 2-0. Но сегодня как ты можешь, nebo как то štěstí může přijít k tebe, когда ty o něgo не бьешься на поле, да, так как надо. Поэтому сегодня не заслуживаем ничего и надо очень быстро как бы в голове переключиться, že OK, сейчас игроки уезжают на сборные, mají tam какие выходные, no ale v понедельник уже все, которые остаются со мной, будут работать над určitými элементами, которые я сегодня видел и были плохие на поле. Коллеги, если еще вопрос, давайте. Марсел, немного не по матчу, но так как я и ваши коллеги вас долго не увидят, вопрос про ситуацию в РПЛ. Ваш конкурент Краснодар сегодня уволил главного тренера, вашего коллегу Владимира Ивича. Вот удивило ли вас это решение клуба? И многие говорят, что Краснодар выпал таким образом из чемпионской гонки. Понятно, это меня удивило, потому что за год, когда тренер Ивич работал в Краснодаре, я думаю, уже и первая половина чемпионата Краснодар лидировал, забивал голи, играл хорошо. И то, что случилось сейчас, že oni ten первые 3 игры как бы не получил результат, какой бы asi хотели, očekivali. I сразу поменяли тренера. За меня это быстро, но я человек, который думал, что когда там может быть какой спад чуть-чуть результату, ale ta команда, я думаю, уже играла хорошо, дисциплинирована и vlastně ona играет o čempionstvo. To znači посмотрим, как oni nebo игроки na to budou reagovat. Ale ta gonika za čempionством přijde nový trenér i bude možno, как сказать, будет bude mít какие svoje metody игры, какие свои мысли игры. И to тоже может влиять на ту команду, да. Ale za меня, это был для меня большой сюрприз, да. Честно скажу, вообще не ожидал, že by trenér Ivич mohl být uvolněn ze své pozici после вчерейшей игры в Кубаку еще, когда проиграли. Коллеги, по матчу есть ли еще вопросы? Если нет, спасибо, до свидания. Спасибо большое, хороший вечер, до свидания.